Шалом, Артес. В этом видео я вас хочу познакомить со своим земляком, с Игорем Валерьевичем Колесовым. Пообщавшись с ним в скайпе, я узнал, что Игорь Валерьевич с детства увлекается литературой. Он отметил, что в юности не расставался с книгой, постоянно читал. Сочинять стихи он пробовал еще с ранних лет. Как-то даже написал стихотворение к Новому году своей сестре, но уже в зрелости всерьез увлекся стихосложением. По стихам Игоря Валерьевича написано несколько песен и снято 2 клипа. Сейчас он планирует снимать 3-й клип, которому совсем недавно я снял анонс. В моем селе, в Брукаланске, мы снимали анонс клипа к песне «Ижва Оле». Этот анонс во ВКонтакте набрал более 100 тысяч просмотров. Хорошее достижение, можно сказать. И сейчас вы видите, с какими трудностями мы столкнулись во время съемок анонса. Сразу скажу, мы его сняли со 2-го раза. К сожалению, так в жизни бывает. В этом кадре я иду с канистрой воды на съемки. Вода была нужна в ведра для модели. В этом кадре мы едем к местам, где Карина будет танцевать. Уже. Это съемка со зверевшим Морозом, который увидел другую собаку. Лечи сюда, лечи. Инпен, веси кута, лечи. Давай, ну что? А это лицо человека, который разочаровался в отснятом материале. Вчера первый день снимали анонс клипа. Он вышел совсем неудачный. Игорю Валерьевичу не понравилось. Сегодня с утра носил воду, думал, как исправить. И выявил следующие минусы. У нас не было определенного сценария, то есть мы сами не знали, чего хотим. Ко второй попытке я отнесся с полной серьезностью. Еще раз прослушал мелодию песни и представил, что хочу увидеть в кадре. Кадр с собакой буду снимать вот в том лесу. Сегодня я еще пойду посмотрю 2-й сарафан, который подойдет режиссеру по цвету. Целую сумку костюмов приготовили. Будем мерить. Все костюмы примерили на Карине и поехали снимать. Нам улыбнулась удача. Знакомый разрешил снимать кадр с его белой лошадью. И она как раз была у него во дворе. На этот раз Мороз себя вел достойно, но кадры в итоге все равно не вошли. Давайте же посмотрим, что у меня получилось в итоге. Игорь Валерьевич оценил этот кадр. Мне же понравился вот этот кадр. Тут и 2-я камера засветилась. А вы заметили киноляп? Платок неправильно раскрылся. В следующих съемках постараюсь таких ошибок не допускать. Со съемками анонса мы успели вовремя. После того, как мы сняли, в селе все начало таять, появились лужи. С такой погодой мы бы точно испортили сарафан. Вернемся к теме «Северная весна». Тулус, весна на коми-языке, здесь наступает потихоньку. Сначала потеплеет, снег чуток сойдет. Потом ударят морозы. Тогда образуется твердый наст. В этот период жители по максимуму стараются завести стройматериалы, которые находятся за Печорой, и довести оставшееся сено скоту. Потом тепло уже держится дольше.
снег превращается в воду. Проблема нашего села в том, что оно находится на болоте. Из-за потепления вода начинает поступать в погреб, а там мы храним некоторые продукты. Приходится всю воду откачивать. Отойдем от темы монолога. В этом году Пасху я встретил дома. Впервые за 7 лет. Ну что, друзья, сегодня 19 апреля, Пасха. Уже вечер, солнце скоро пойдет на закат. Сегодня ничего не делал, не трудился вообще, потому что у моих предков было принято, что в Иджудлун нельзя трудиться. Сейчас пойду домой. Что говорить о весенней погоде? Она обманчива. За сутки может выйти солнце, потеплеть. Или же похолодает, поднимется ветер и начнет падать снег. Вот такая у нас на севере переменчивая погода. С утра было солнце, к обеду начал падать град. Вечером будет дождь. Или снова солнце. Такая погода подойдет, когда у тебя самоизоляция. На карантине у меня все проходит в онлайн. И защита доклада в Москве. Африкаты, которые обозначали коми-буквы, например, Дж, Ч, Дж, Ч и так далее. И уроки, и подготовка к экзаменам. Иногда только выхожу за продуктами. В магазине все есть, но люди тоже закупаются. Нет, не из-за того, что боятся кризиса, а потому что всего наступает распутица. Продукты в ближайший месяц никто не планирует завозить. Благодарю за просмотр. Если понравилось видео, напиши комментарий, поделись с друзьями, поставь лайк. Если хочешь, подпишись. Бам-бим!